Статистика, конечно, вещь упрямая, против нее не поспоришь, и в абсолютных цифрах преступлений на территории Коми стало меньше почти на 2000. Но гордиться этими данными в региональном МВД не спешат, пытаются анализировать здраво. Наверное, еще и потому, что часть статей 2017 декриминализировал. Ну, то есть некоторые уголовные статьи стали административными. Может, поэтому и цифры такие. Если же разбираться скрупулезнее, вопросы у министра есть ко всем внутренним ведомствам. Дела не очень сегодня у подразделений ОБЭП, у тех, кто отвечает за выявление уличной наркоторговли, претензий к работе местных центров госуслуг. А с административными делами и вовсе почти кризис. Меня не устраивает работа в Сыктывкаре, Ухте и Усвынском районе, где удельный вес завершенных административных расследований по статье 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях не превышает 50%. Для примера, в МВД России по Печоре проводилось административное расследование в отношении умершего лица. В МВД России по Вуктулу в рамках административного расследования в течение 6 месяцев осуществлялся поиск виновного лица, постоянно проживающего и работающего водителем маршрутного автобуса в городе Воркуте. Считаю, что такой подход подрывает авторитет полиции в глазах граждан по наведению порядка. А вот в отношениях с властью у силовиков все в порядке. По специальной региональной программе в прошлом году для них были закуплены компьютеры, принтеры, факсы на 7 миллионов рублей. Приоритетные темы для руководства региона и резонансные для общества озвучил Сергей Гапликов. Сегодня особую актуальность приобретает безопасность в образовательных учреждениях. Конечно, как ни странно. Соответствующие проверки на постоянной основе проходят во всех образовательных учреждениях в республике, но, несмотря на это, напоминаю, что в прошлом году в нашей республике произошли несколько довольно громких случаев, когда в Елецкой, в Воркуте это закончилось трагедией, хотя это произошло и не в стенах школы, но тем не менее. И были определены соответствующие негативные моменты с проносом пневматического оружия в школах Усинска и Сыктывкара. Уважаемые коллеги, если сегодня наши школьники, пусть и в единичных случаях, проносят в школу пневматическое оружие, то я себе даже боюсь представить, что может быть в перспективе. Тема безопасности детей на дорогах резонирует ежегодно. Статистически у нас идет снижение, но жертв избегать пока не удается. В 2017-м в ДТП мы потеряли 6 подростков, а значит и здесь вроде как есть где прибавлять. Где и в чем силовики точно должны стать лучше, указал прокурор Коми Сергей Бажутов. Он раскритиковал качество расследования уголовных дел, при этом обронив, что, мол, цитата, «по фальсификации некоторых материалов уголовных дел мы, наверное, на первом месте по северо-западу». Позднее министр уточнил, что именно подразумевал руководитель надзорного ведомства. Есть нарушения в статистических отчетах, в статистических данных, сказал бы так, стат-документах, которые выставляются. Мы с этой ситуацией разбирались, но могу вам так сказать, что в большинстве случаев это все-таки непрофессионализм, невнимательность при составлении стат-документов. Умышленных фактов фальсификации стат-отчетности, но с теми, чтобы выявить и в корыстных интересах, не выявлено. Улучшение рабочих условий для сотрудников правоохранительных органов на местах – одна из самых важных задач министерства. Сельские инспекторы в районах уже получили от местных властей 9 помещений. Еще 9 получат в этом году. И это при устойчивом недокомплекте личного состава. И вовсе не исключено, что предложение руководства УГТУ найдет поддержку на региональном, а может и на федеральном уровне. Ухтинский университет предложил открыть юридический колледж, то есть кадры для участковых инспекторов мы станем готовить себе сами. Максим Васильев, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывкар.